Церемонию открытия памятника Чингизу Тарикуловичу Айтматову. Открытие памятника посвящено его 90-летнему юбилею, который будет праздноваться в этом году 12 декабря. Сегодня Москва отдает дань уважения выдающемуся сыну киргизского народа. Создателями памятника народному писателю Чингизу Айтматову стали скульптор Азамат Абдрахманов и архитектор Сергей Павлов. Давайте поприветствуем создателей памятника и всех тех, кто трудился над его возведением. Слово предоставляется президенту Киргизской республики Сооронбаю Шарифовичу Джейнбекову. Сегодня очень знаменательный, волнующий день. Мы все здесь собрались и присутствуем на торжественном церемонии открытия памятника великому кыргызскому писателю Чингизу Тарикуловичу Айтматову. Я сердечно поздравляю всех вас с этим прекрасным событием. Прежде всего, от имени всего кыргызского народа я хочу выразить слова искренней благодарности всем тем, кто принимал участие в реализации данного проекта. Мы сегодня становимся свидетелями этого прекрасного произведения искусства. Вам большое спасибо за это. И, уважаемые друзья, и мы сегодня еще раз убеждаемся о том, что не только в Кыргызстане, но и в России чтят память и творчество Чингиза Тарикуловича Айтматова. Айтматов классик не только кыргызской, но и русской литературы. Он своим талантом смог стать ярким представителем как кыргызской, так и русской литературы. Он всегда сам говорил, что два языка, кыргызский и русский, что его два крыла. И вот на этом он всегда акцентировал. И он был всегда таким человеком, от которого всегда ждали чего-то хорошего. Айтматов был не только гениальным писателем, он был
и человеком мирового глобального масштаба. Он был всесторонне талантлив. Он был и публицистом, гуманистом, философом, и государственным и общественным деятелем, и дипломатом. Старое поколение, они помнят, знают, но я хочу сказать молодому поколению, Чингис Тарахович, он представлял и Российскую Федерацию. Он был чрезвычайно полномочным послом в Люксембурге. Он был послом Советского Союза. И он был послом одновременно в Бельгии, Кыргызской Республике. И многие не знают, вы все знаете, он был инициатором Иссыкульского форума знаменитого. Он смог в 1986 году, когда противостояние Советского Союза и Запада было на пике, он смог собрать всех интеллектуалов всего мира, знаменитых ведущих интеллектуалов. И он собрать на Иссыкуле, и они через каждый год собирались в разных городах мира, и они обсуждали проблемы всего мира. И они влияли на этот процесс. И мы, продолжая дело, начатое Чингизом Тараховичем, в этом году мы провели заседание Иссыкульского форума, где там участвовали россияне, ведущие люди России, страны СНГ, Европы, Турции, Китая и других стран. Имя Чингиза Тараховича Айтматова вызывает у нас, кыргызов, национальную гордость. Национальную гордость. И когда мы слышим это имя, у нас всегда в душе трепет. Потому что Чингис Тарахович Айтматов, благодаря своему таланту, через своих читателей, он донес всему миру культуру кыргызов и богатую историю кыргызского народа. Я хочу пользоваться этим случаем выразить искреннюю благодарность от своего имени, от всего кыргызского народа, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, российскому народу, особенно москвичам, его мэру Сергею Семеновичу Собянину, за то, что здесь, в Москве, в центре Москвы, стоит памятник Манасу и Чингизу Айтматову. Вам большое спасибо. Чингизом Айтматовым могут гордиться как и кыргызстанцы, так и россияне. Его произведения, знаете, читают во всем мире. Его повесть, романы стоят на первом ряду со всеми образцовыми произведениями мировой литературы. Это один из наиболее читаемых писателей мира. По данным ЮНЕСКО, Айтматов самый читаемый писатель после Шекспира и Льва Николаевича Толстого. Его произведения переведены на 176 языков. Выпущены экземпляром более 100 миллионов. И вы знаете его повесть «Джамиля», которую он написал в 1958 году. Она была переведена на многие языки. И только на немецкий язык она была переведена 37 раз. На один язык, 37 раз. И это говорит о величии нашего писателя, нашего земляка. И Айтматов всегда в своих произведениях воспевал непримиримую борьбу добра со злом. И он всегда боролся и стоял во главе справедливости. И в этом году вся мировая общественность отмечает 90-летие нашего земляка, великого гуманиста. Мероприятия, посвященные этому юбилею, прошли в стенах на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, как вы видели. И она проходила в уважаемом международном организации, как Тульшой. О нем почтили память в России, в Казахстане, в Узбекистане, в Азербайджане, в Белоруссии, в Англии, в Японии, в Германии и во многих других странах мира. Я выражаю особую благодарность нашим российским друзьям, братьям, нашим союзникам, стратегическим партнерам. Они этот год Айтматова провели на очень высоком уровне, прошли очень многие мероприятия в России. И сегодня присутствие мэра города Москвы Сергея Семеновича, министра культуры России
Владимира Ростиславовича Айтматов. Действительно, он был другим человеком, я его хорошо знал. Его мысли, книги, идеи всегда будут с нами. Мы будем черпать мудрость из его книг. И как писал великий поэт России Александр Сергеевич Пушкин, я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет людская тропа. И Чингис Торопуш тоже, он при своей жизни, он себе создал памятник, и его память всегда останется у нас в груди, на сердце, у всех тех, кто знал Чингиза Торопулуча, и у всех тех, кто читал его произведения. Он будет всегда в наших сердцах. И я еще раз поздравляю всех вас с этим прекрасным событием, с открытием памятника Чингизу Торопулучу. И с наступающим годом хочу вас всех поздравить, уже Новый год. Желаю вам всем успехов, благополучия, процветания и спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые друзья! Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей, благодаря кому появился этот замечательный памятник. Конечно, мы все помним этого великого писателя, и целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях. Сегодняшний памятник, его открытие – это символ нашей совместной истории, культуры и дружбы. Поздравляю всех! Спасибо! Приглашаем почетных гостей возложить цветы к памятнику. А сейчас предлагается гостям и представителям организации возложить корзины цветов к подножию памятника Чингизу Айтматову. Приезжал, когда был в Москве. Спасибо вам за добрые слова.